Я была уверена, что это развод по-испански, но реальность оказалась намного смешнее. Когда мы отдыхали в Испании, мы с подругой решили, что нам срочно нужно посетить шоу фламенко. Божечка, это просто вау, такое божественное шоу. И в конце этого шоу у нас был включен фуршет, на котором я обратила внимание, что за нами наблюдают такие просто два симпатичных испанца. И в последнюю минуту в эту дверь заскакивают эти два испанца и к нам подсаживаются. Мы начинаем знакомство, смеемся, улыбаемся, и вот уже там через пару минут они нас вечером приглашают на ужин в ресторан. Так как мы были молодые, амбициозные, любопытные, мы согласились. Вечером встречаемся возле этого ресторана, нас очень красиво встречают. Когда нас проводили, мы заметили такое странное поведение среди официантов. Они очень уважительно относились к нашим партнерам и к нам. То есть мы на самом деле с Люсей немного таки напряглись, блин, вообще, кто все эти люди? Садимся за столик, кушаем, и в какое-то мгновение такой свет выключается. И тишина в зале. В секунду выходит красивый афроамериканец в белом фраке с саксофоном и играет просто божественную мелодию. И я понимаю, что эта мелодия русская. И вот уже через пару секунд этот красивый мужчина возле нашего стола и такой «Я люблю тебя до слез». Мы в самой Испании, в испанском ресторане, а нам серенаду поют на русском языке. А как оказалось, эти мужчины были владельцами этого ресторана и того самого шоу «Фламенко». Мы классно провели вечер, натанцевались, насмеялись и уже собрались обратно домой. Оказалось, у них есть личный водитель на кабриолете. И мы еще потом вот с таким щенячьим визгом ехали, снимали на видео, как мы едем на кабриолете по Испании. Честно говоря, мы долго думали, что мы влипли в какую-то непонятную ситуацию, а оказались просто на свидании вот таком по-испански, скажем так. Как бы вы среагировали, познакомились ли бы с испанцами, пошли бы ли с ними на ужин или сразу сказали бы, блин, нафиг это все опасно?